Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с новостей валютного рынка. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 63,85, за евро 70,42. Американскую валюту, по данным сайта Банки.ру, обменять выгоднее всего в Восточном банке. Курс покупки и продажи остановился на отметках 64,05 и 64,45 соответственно. Лучший курс покупки евро в Якутске в Россельхозбанке 70,50, а продажи в Восточном банке 71 ровно, передает сайт Банки.ру. Восточный маршрут газопровода «Сила Сибири» является стратегическим проектом по сотрудничеству Китая и России в области энергетики. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ген Шуан. Ранее мы сообщали, что Владимир Путин и Си Цзиньпинь в декабре в режиме телемоста примут участие в церемонии запуска газопровода «Сила Сибири». Газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. В России могут запретить розничную торговлю рецептурными лекарствами через интернет. Соответствующий законопроект рассмотрит сегодня Думский комитет по охране здоровья. Инициатива предполагает запрет розничной торговли рецептурными препаратами дистанционным способом. Более того, досудебное закрытие сайтов, рекламирующих продажу лекарств без рецепта, предлагают заменить полным ограничением доступа к ним. Также рассмотрят вопрос включения наркотических и психотропных лекарств в перечень препаратов, продавать которые смогут только медицинские организации с соответствующей лицензией. Изъятие судами в доход России активов не только коррупционеров, но и их родственников, но и друзей или знакомых является общеевропейской практикой. Большое подспорье в этом оказывает цифровизация, рассказал РИА Новости юрист Сергей Михайлов. Ранее в Конституционном суде заявили, что суды имеют право изымать имущество не только госчиновников-коррупционеров, но и их родственников, но и их знакомых или обвиняемых, если они не могут подтвердить это приобретение на законные доходы. В Конституционном суде отметили, что в этом случае речь идет об особых правовых мерах, применяемых в случае нарушения антикоррупционного законодательства лицами, выполняющими публичные функции. В третьем квартале текущего года активность микрофинансовых организаций в самом массовом сегменте микрозаймов резко пошла на спад. Подробнее в обзоре экономических событий расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, с чем связано такое положение дел? Учитывая реальное падение реальных доходов населения и рост общей закредитованности россиян, микрофинансовые организации стали чаще отказывать новым клиентам в предоставлении микрозайма, отдавая предпочтение уже проверенным платежеспособным посетителям микрофинансовых организаций. Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Микрофинансовые организации в третьем квартале выдали на 13% меньше займов в самом массовом сегменте микрозаймов – до 10 тысяч рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Сокращение микрозаймов на небольшие суммы, пояснили в бюро, происходит на фоне снижения рентабельности микрофинансового бизнеса. Многие микрофинансовые организации уже не так активно предоставляют совсем небольшие займы новым заемщикам, а стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно делегировать займы на сумму свыше 10 тысяч рублей. При этом основной причиной снижения рентабельности микрокредитования являются прежде всего мероприятия Банка России по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе по ограничению стоимости микрозаймов, отметили в бюро кредитных историй. Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности. Документ гарантирует проживающим и работающим в сельской местности женщинам сокращенную продолжительность рабочего времени. Согласно подписанному закону, она не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы. Данная льгота до сих пор регламентировалась постановлением Верховного Совета России 1990 года. До принятия закона Госдумой право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. Документ также гарантирует право женщин в сельской местности на повышенную оплату, если по условию труда рабочий день разделен на части.
Госдума в первом чтении приняла законопроект об отмене так называемого банковского роуминга. Речь идет об отмене комиссий при переводах между клиентами внутри одного банка, проживающих, например, в разных регионах страны. В законопроекте, в частности, говорится о том, что такая мера направлена на устранение межрегиональной дискриминации потребителей банковских услуг. Депутаты также предположили, что за невыполнение этих условий банкам могут грозить административные штрафы. Документу осталось пройти еще 2 чтения. Если законопроект будет принят, он вступит в силу спустя 180 дней с момента опубликования. Об упразднении таких комиссий в начале октября говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, этот вопрос касается почти каждого человека в стране. Глава правительства указал, что банки зачастую пытаются получить дополнительное вознаграждение за обычные процедуры, которые, по его словам, не несут никакой финансовой нагрузки. Тем временем Сбербанк не сможет подключиться к системе быстрых платежей до конца этого года из-за отсутствия технической возможности. Об этом заявил глава банка Герман Греф. По его словам, для подключения к системе требуется существенная доработка 16 базовых систем. Работы будут завершены к середине января 2020-го. После этого банк приступит к тестированию системы. Ранее Банк России оштрафовал Сбербанк на 1 миллион рублей за задержку с подключением к системе быстрых платежей, которая начала работать в феврале текущего года. Система позволяет осуществлять мгновенные переводы по номеру телефона между разными банками. К 1 октября к ней должны были подключиться все российские банки с универсальной лицензией. Министерство промышленности и торговли России выступает за введение маркировки драгоценных металлов, камней и изделий из них. Ведомство совместно с Минфином разрабатывают подходы к интеграции государственной информационной системы контроля за оборотом драгметаллов, камней и изделий из них на всех этапах их оборота и государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти республики вместе с компанией «Алроса» готовят предложение по маркировке натуральных алмазов для вынесения их на наблюдательный совет. Alibaba Group установила новый мировой рекорд продаж за один день. Как сообщили в компании, в день холостяка 11 ноября потребовалось 15 часов 49 минут, чтобы стоимость проданных товаров через торговые площадки компании перевалила отметку 24,3 миллиарда долларов, обновив собственный прошлогодний рекорд. Все подробности в материале Никиты Конева. Китайский гигант интернет-торговли Alibaba демонстрирует новые рекорды. За один день компания заработала больше 38 миллиардов долларов. 11 ноября в Китае отмечают День холостяка, и онлайн-магазины традиционно устраивают масштабные распродажи. Люди со всего мира стараются как можно скорее ухватить желаемый товар. Только в первую минуту с площадок, принадлежащих Alibaba, ушло вещей на $1 миллиард. Рекорд прошлого года удалось побить за 17 часов. И это несмотря на осторожные прогнозы экспертов, которые опасались, что общее снижение роста китайской экономики и торговые войны между Пекином и Вашингтоном повлияют на цифры. За прошедшие 10 лет 11 ноября стала главной датой в году для любителей онлайн-шоппинга. Даже в знаменитые «Черную пятницу» и «Киберпонедельник» удается продать значительно меньше вещей. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Юля, а на этом у меня пока все. Я передаю тебе слово. Спасибо, Иван. Переходим к мировым новостям. Занзибарские фермеры, занимающиеся выращиванием особого вида водорослей, обеспокоены их таинственной гибелью. По их словам, она может быть вызвана глобальным изменением климата, рассказывает Артем Сторонов. Мириам Куэлеза и 20 ее женщин-коллег уже многие годы регулярно бродят по бирюзовым отмелям Занзибара, сажая и собирая особый вид водорослей. Эта культура, из которой изготавливают мыло, лосьоны и лекарства, идет на экспорт и является вторым по величине источником дохода архипелага. В этой отрасли работают свыше 23 тысяч местных жительниц. Однако в последнее время урожаи пошли на спад. Водоросли, которые привязывают вручную к веревкам и затем закрепляют их на отмелях, стали массово гибнуть. Как считают фермеры, одной из возможных причин может быть то, что вода в море потеплела. Они вынуждены размещать посадки в более глубоких местах, но и поведение приливов и отливов теперь стало непредсказуемым.
Когда-то наши поля простирались по всей этой территории, но когда водоросли начали погибать, мы решили переместить их. И теперь мы делаем это постоянно, поскольку не знаем, в чем причина. Возможно, берега стали менее плодородными, а возможно, дело в изменении климата. Потому что все время либо слишком жарко, либо слишком холодно, а водорослям требуются сбалансированные условия. За каждый килограмм культуры женщины получают по 800 танзанийских шиллингов. Это примерно 22 рубля. Но их доходы в последнее время падают. И дело не только в загадочной гибели посадок. Раньше, когда водоросли не подвергались воздействию болезней, мы сажали их каждые 2 недели и через месяц приступали к сбору урожая. Теперь же из-за изменения климата для созревания требуется в 2 раза больше времени, и производительность заметно снизилась. Специалисты говорят, что причиной этому может быть индоокеанский диполь – феномен, образующийся из-за разницы в температуре вод на западе и востоке Индийского океана. По словам экспертов, он является обычной частью местного погодного цикла. Однако из-за изменения климата его поведение также становится непредсказуемым. Президент Греции попросил председателя КНР о поддержке в данной тяжбе с Великобританией за статуи из храма Парфенов в Афинах. Изваяния, известные как мраморы Элгина, были вывезены в Лондон в начале 19 века и хранятся в Британском музее. Си Цзиньпинь согласился, что место античных сокровищ в Акрополе. Подробности у Сергея Берец. Экскурсия в музей Акрополя стала последним пунктом программы визита председателя КНР Си Цзиньпина в Афины. Президент Греции Прокопис Павлополос воспользовался случаем, чтобы обратиться к китайскому гостю за поддержкой в споре с Великобританией о так называемых мраморах Элгина. Собрание античных скульптур, прежде украшавших храмы Парфенон и Эрехтайон, в начале 19 века вывез шотландский аристократ Томас Брюс, лорд Элгин. Изваяния хранятся в Британском музее в Лондоне. Греция добивается их репатриации со времени освобождения из-под власти Оттоманской империи в 1832 году. Как заявил президент Павлополос, место древних сокровищ на родине. Отказ Британского музея вернуть их Греции противоречит закону и культуре. Вот почему я выбрал именно такое место и время, чтобы обратиться к вам за поддержкой в этой борьбе за возвращение мраморов туда, где они должны находиться по праву. Си выразил солидарность с позицией греческой стороны. Я не только согласен с вами, и вы не просто можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы будем сотрудничать, поскольку огромная доля нашего достояния находится за рубежом, и мы делаем все возможное, чтобы вернуть эти вещи домой как можно скорее. В музее Акрополя хранится та часть скульптур, которая избежала отправки в Британию. В ходе нынешнего визита Си Цзиньпина Греция и Китай подписали обширный пакет соглашений, в том числе о сотрудничестве в культурной области. Но в основном речь идет об экономических проектах в рамках программы Пекина «Пояс и путь». Так, китайская компания COSCO получила 35-летнюю концессию на грузовой терминал в порту Пирей. По плану, через 10 лет он будет принимать 10% китайского экспорта в Европу и обойдет конкурентов на севере – Роттердам и Гамбург. Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео предостерег европейцев от чрезмерного увлечения инвестициями из КНР. В Лос-Анджелесе в начале декабря пройдет аукцион, на котором будет представлено свыше 1500 предметов, связанных с историей 2 самых популярных развлекательных парков США – Диснейленд и Уолт Дисней Ворлд. Свыше 1500 предметов из истории развлекательных парков Диснейленд и Уолт Дисней Ворлд будут выставлены на аукцион в Калифорнии. Многие лоты относятся ко временам открытия площадок в 1950-х годах прошлого века. Например, здесь можно будет приобрести оригинальные проспекты, которые Уолт Дисней раздавал банкирам и другим финансистам, чтобы они дали ему деньги на парк. Или же одну из первых карт Диснейленда. Один из главных лотов – «Поющие птицы» из аттракциона Enchanted Tiki Room. Он открылся в 1963 году и стал первым, где использовались аудиоаниматронные технологии. За этих птиц организаторы надеются выручить $80–100 тысяч.
Оригинальная модель летательного аппарата с аттракциона StarJets, как ожидается, уйдет с молотка за 10-15 тысяч долларов. Кроме того, здесь будут представлены сотни постеров, сувениров и даже один из бриллиантов, который Диснейленд разыгрывал в честь своего 60-летия. Этот аукцион отслеживает историю парков Диснейленд и Walt Disney World от самых ранних документов, касающихся обоих парков, до нынешних времен. Причем речь не только об архивных материалах, но и о предметах из парков, о частях аттракционов, о сувенирах, от пепельниц до шляп. Торги рассказывают историю одного из самых культовых парков в Америке и во всем мире. Аукцион будет проходить в Лос-Анджелесе в течение 2 дней – 7 и 8 декабря. Возвращаемся к событиям региональным. Отдел специального назначения УФСИН России по Якутии «Белый медведь» празднует свое 29-летие. В честь этого события в отделе проходит День открытых дверей. Сейчас на месте находится наш корреспондент Юрий Осипов. Юрий, тебе слово. Здравствуй, Юлия. По традиции в этот день к сотрудникам спецназа пришли гости из подшефных школ. Это Якутская городская национальная гимназия АИ-КГТ и Якутская кадетская школа-интернат. Ребята провели эстафету, ребята сейчас проходят эстафету, а уже прошел первый этап командный. Сейчас уже вот-вот начнется стрельба. За моей спиной вы можете видеть, как ребята готовятся к этому этапу. Также после этого пройдет сборка, разборка автоматов. Стоит отметить, что победители этой эстафеты станут обладателями переходящего кубка. Стоит отметить, что в прошлом году обладателем этого кубка стали ребята из школы АИ-КГТ. После проведения этой эстафеты пройдет показательное выступление сотрудников спецназа вместе с сотрудниками отдела конвоя, а также кинологической службы. Ребятам покажут отражение атаки на конвой, а также захват подозреваемых с помощью служебных собак. Также им продемонстрируют то, как собаки ищут взрывчатые вещества. О значении проведения этого мероприятия нам сейчас и расскажут. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о значении проведения этих мероприятий. Сегодня я хотел бы сказать, что 29-летие со дня образования сил специального назначения ФСИН России территориальных органов. И мы по традиции ежегодно уже проводим с 2014 года эти соревнования. То есть этот праздник проводим в виде соревнований. Мы сюда пригласили наших подшефных образовательных учреждений. Среди них это кадетская школа, гимназия АИ-КГТ, они в основном очень плотно мы с ними работаем и подготавливаем их также к различным военизированным соревнованиям. Сегодня, как вы видели, уже прошел первый этап. Соревнования проходят в хорошем ключе, дружелюбном. Ребята, все спортсмены знают, что и как надо делать. Также хочется сказать немножечко о службе нашей. У нас отдел оснащен всеми современными вооружениями. У нас, есть спортивный зал, есть тренажерный зал также, техника, различная автотехника, и мы проводим различные подготовки. Среди них, допустим, боевая служебная подготовка. Постоянно мы проводим, различные занятия по взрывному делу, снайперские различные занятия. И основной упор идет у нас тоже одно из основных направлений, это патриотическое воспитание среди подрастающего поколения. Мы охватили в последнее время очень много школ именно в Якутске, и в этом году мы выехали уже в отдаленные районы нашей республики. Мы провели эти мероприятия в Кытыл-Журе, там было охвачено 4 школы. Мы там провели соревнования, пропагандируя спортивный образ жизни и тягу к хорошему и саморазвитию. В общем, вкратце, если сказать, как-то так вот. Спасибо большое. После проведения показательных выступлений гостям проведут экскурсию по отделу, покажут, собственно, сам отдел, вооружение, которым оснащен отдел, и после этого проведут уроки мужества. Юлия, на этом у меня все. Спасибо, Юрий. Напомню, это был наш корреспондент Юрий Осипов.
В Якутии завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованного сообщества, распространявшего синтетические наркотики. Куратор четко распределил обязанности в группе. Был оператор склада, фасовщики, оптовые закладчики и розничные сбытчики. Подробности у моего коллеги Александра Хавренко. Александр, кто же руководил этой группировкой? Руководил этой группировкой молодой 26-летний человек. Причем руководство он осуществлял из колонии, где сейчас отбывает срок за преступления, связанные также с наркотиками. Якутские полицейские раскрыли преступную группу, которая распространяла наркотики. Следователи установили, что 26-летний мужчина, который отбывает срок в исправительной колонии в Магадане, за преступления, связанные с распространением наркотиков, вновь взялся за старое. Он был назначен куратором по Якутску и вовлек в незаконную организованную деятельность 5 жителей столицы, в том числе и свою мать. Каждый из членов преступного сообщества выполнял определенные функции: оператора складов, фасовщика, оптовых раздатчиков и розничных сбытчиков. Сбыт наркотиков осуществлялся бесконтактным способом. Расчеты за реализованные наркотики совершались при помощи денежных переводов. 26-летний куратор привлечен в качестве обвиняемого по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», совершенный с использованием сети интернет, организованной преступной группой в особо крупном размере. Остальным участникам организованной группы предъявлены аналогичные обвинения. А в Алданском районе в суд направлено уголовное дело о незаконном приобретении, перевозке и хранении наркотиков в крупном размере. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника одного из предприятий газовой промышленности. По версии следствия, в сентябре 2019 года обвиняемый, находясь на территории Нерингринского района, приобрел в крупном размере наркотическое средство синтетического происхождения в целях личного употребления. Впоследствии перевез его на территорию Алданского района. Наркотики обнаружили сотрудники полиции в ходе личного досмотра, когда обвиняемый пытался пронести их на территорию одного из предприятий газовой промышленности. Наркотики мужчина спрятал в носках. В полицию Нерингри с заявлением обратился 58-летний житель. Мужчина сообщил, что похищена его банковская карта, с которой сняли 45 тысяч рублей. По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 35-летний безработный житель Нерингри. В день происшествия мужчины вместе распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, потерпевший попросил товарища сходить в магазин за добавкой и дал ему свою банковскую карту и сообщил пин-код. В завершении вечера хозяин квартиры уснул, а гость решил воспользоваться удобным случаем и похитил его карту. Затем злоумышленник отправился в ближайший банкомат и снял деньги, а карту выбросил. Похищенные деньги он потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Почти 300 человек задержала полиция Гонконга за минувшие сутки. Протестующие, по словам властей, ставят под угрозу само верховенство закона в специальном административном районе. Подробности рассказывает Никита Конев. 287 человек задержала полиция Гонконга за минувшие сутки. Протесты в специальном административном районе не прекращаются. Власти говорят о том, что демонстранты переходят все мыслимые черты. Верховенство закона в Гонконге находится на грани полного уничтожения. Активисты в масках безрассудно повышают градус насилия, надеясь, что им все сойдет с рук. В полиции подчеркивают, что протестующие регулярно ставят под угрозу жизни других людей. Так, несколько активистов бросали с моста на проезжую часть кресла и дорожные конусы. Один из них задел мотоциклиста. Обошлось без жертв. Но власти рассказывают и о куда более шокирующих случаях. У нас есть бесчисленные примеры того, как жертвами демонстрантов становятся ни в чем не повинные люди. Так, 57-летнего мужчину подожгли из-за того, что он не согласился со взглядами протестующих. Его жестоко избили, облили горючим и подожгли. Сейчас он в критическом состоянии. Этот случай расследуется как попытка убийства. Активисты, в свою очередь, обвиняют в чрезмерной жестокости полицию. Для разгона демонстраций силовики применяют слезоточивый газ, резиновые пули, дубинки, даже огнестрельное оружие. Протестующие отвечают им не только традиционными камнями и бутылками с зажигательной смесью. Дело дошло уже и до луков со стрелами. Из-за беспорядков сильнее всего страдает транспортная система города. Так, после того, как неизвестные подожгли рельсы, встала работа метро. Акции продолжаются уже полгода. Сначала их участники были недовольны законом, который позволил бы выдавать жителей Гонконга Китаю. Но сейчас, после того, как этот документ отозвали, демонстранты с улиц не уходят. Они недовольны полицией и требуют освободить всех задержанных в ходе протестов.
На этом наш выпуск завершен. О чрезвычайных происшествиях в России, мире и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Юлия, на этом у меня все. Александр, спасибо. Переходим к другим темам. Сегодня в 13 часов по всей республике пройдет единый медиаурок «Знанием победишь», посвященный дню рождения Михаила Ефимовича. Инициированный Национальной библиотекой и библиотекой и архивом первого президента республики в селе Актемцы Хангаласского улуса при поддержке медиастудии Национальной политехнической средней образовательной школы номер 2. Также в честь дня рождения Михаила Николаева в Якутске вручают именные стипендии первого президента республики. Премии удостаиваются лучшие педагоги и учащиеся. На торжественной церемонии вручения находится Саргалана Федорова. Саргалана, приветствую. Расскажи, кто получил премию. Приветствую, Юлия. Премии удостоились 5 педагогов и 3 учащихся. Они получили свои награды из рук первого президента республики Михаила Николаева. Среди лауреатов учителя, профессионалы, учащиеся, победители и призеры всероссийских олимпиад, научно-практических конференций. И география лауреатов тоже обширна. Так, в этом году премии удостоился известный квантовый физик-теоретик, руководитель Центра квантовых технологий Сингапура Леонг Чуань Квик. Он внес достойный вклад в развитие образования республики. Нынешняя премия 18-я по счету. И за это время ее удостоились 63 педагога и 47 учащихся. И с прошлого года премия обрела международный статус. И о том, как отслеживают судьбу лауреатов, нам рассказала учредитель премии Михаил Николаев. Давайте послушаем. Мы не просто вот сегодня поощрили, а как растут, кем они становятся, какие вузы выбирают. Это самое главное. Мы хотим с детского сада это сделать. Детский сад. Определили одаренных ребят в детском саде. Потом, чтобы мы не потеряли в школе. В школе занимаются. Сейчас Малая академия наук специально этим занимается, этим вопросом. Потом, какие специальности выбирать, помогаем. Вот это должна быть до окончания вуза и устройства на работу. Вот этим эффективность нашей работы должна определяться. А не то, что вот сегодня золотую медаль получил, мы хорошо работаем. И это еще не все. Это начало пути. Начало пути впереди. Поэтому мы должны крылья ребят раскрыть до того, чтобы они формировались до самостоятельной жизни и своим талантом, своими способностями они создавали свое благополучие республики. В этом году на получение премии были выдвинуты 19 кандидатов. Из них общественная комиссия отобрала 8 человек. В состав комиссии входят ведущие специалисты из разных отраслей, общественные деятели республики. И сегодня все стипендиаты вместе с премией получили и большой стимул для дальнейшего развития. Юлия? Спасибо, Саргалана. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Саргалана Федорова. Трогательная история с запиской и поздравлением от отца с днем рождения дочери, оставленной на горе Мусхая, воодушевила многих жителей нашей страны. От Калининграда до Владивостока. Благодаря соцсетям письмо через 29 лет нашло своего адресата. Подробности в сюжете Сусанны Рожиной. Осенью 1990 года группа альпинистов проложила новый горный маршрут в Якутии на горе Мусхая. Это вторая по величине вершина в республике после Пика Победы. Покорение вершины один из альпинистов посвятил дню рождения своей дочери Анне Цветковой. Выдержка из письма. «Желаю тебе, Анютка, крепкого здоровья, счастья, и, быть может, ты будешь здесь когда-нибудь и найдешь записку своего папы». Послание датировано 9 сентября 1990 года.
Наши коллеги из Санкт-Петербурга нашли девушку, которой было посвящено поздравление. Анна Цветкова предоставила нам архивные фото своего отца в момент восхождения на гору в Якутии. Сегодня со мной случилась удивительная история. Вот такое письмо спустя 30 лет нашло меня. Это поздравление от моего папы мне на 8 лет, которое 30 лет пролежало в горах Якутии в ожидании меня. В то время мой отец был в экспедиции и не мог присутствовать на моем дне рождения, поэтому написал мне такое послание. А в этом году его нашли и передали корреспондентам в Якутии, а те, в свою очередь, корреспондентам Фонтанки.ру. Случайно это дошло до меня, и в результате я о нем узнала. А мы, в свою очередь, нашли тех альпинистов, которые обнаружили эту записку на горе Мусхая. Оказывается, записка была найдена еще в прошлом году в ходе прокладки нового туристического маршрута. А в этом году, когда на гору поднялись девушки-туристы, они не смогли остаться равнодушными к этой записке и решили найти дочку альпиниста. Это же хорошая новость, как бы, то есть, конечно, хотелось бы, чтобы Аня приехала к нам сюда и сняла записку отца, как бы. Ну, это традиция всех альпинистов, всех скалолазов, которые вот, покоряют вершины. Ну и как-то просьба отца, как бы, что он же надеется, что через некоторое время приедет ее дочка, ну, его дочка снимать записку. Чудеса в жизни случаются. Хоть отца уже нет в живых уже 10 лет, но несмотря на это, послание, оставленное им еще почти 30 лет назад, нашло своего адресата. И мы надеемся, что Анна приедет в Якутию и сама лично заберет с вершины священной горы Мусхая своеобразный последний подарок отца. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Якутск. Переходим к новостям спорта. В российском хоккее произошло историческое событие. Хоккеисты «Спартака» победили ЦСКА впервые за 6 лет со счетом 3-2 в овертайме. Подробности у моего коллеги Андрея Мухоплева. Андрей, ждем подробностей. Юлия, приветствую. В составе «Спартака» шайбы забросили Михаил Юньков и дубль у Ильи Зубова. А у ЦСКА отличились Алексей Марченко и Александр Попов. Отмечу, что армейцы сравняли счет за 45 секунд до конца основного времени матча. Ну, об остальном по порядку. Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. «Спартак» со счетом 3-2 в овертайме победил ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Это противостояние команд стало 35-м в КХЛ. «Спартак» записал себе в актив 13-ю победу. ЦСКА побеждал в 22 матчах. «Спартак» одержал первую победу над армейцами за 6 лет, прервав серию из 14 поражений в очных встречах в КХЛ. До этого красно-белые побеждали только в 2013 году. В первом матче этого сезона подопечные Олега Знарка дома проиграли ЦСКА со счетом 3-9. Этот результат стал повторением самой крупной разницы в счете в матчах между спартаковцами и армейцами в КХЛ. В следующем матче «Спартак» 14 ноября сыграет на выезде с рижским «Динамо». ЦСКА в тот же день примет уфимский «Салават Юлаев». Якутский мини-футбольный клуб «Заря» потерпел поражение от Северной Двины в гостевом матче 7-го тура Высшей лиги России. Встреча прошла в Архангельске и завершилась со счетом 6-5. В составе хозяев площадки хэт-трик оформил Артем Говязин. По одному мячу забили Константин Чащин и Даниил Местерсон и Владимир Догадаев. У «Зари» по 2 взятия ворот провели Илья Чикер и Афанасий Федоров. Один результативный удар на свой счет записал Джилустан Пестряков. Для якутских футболистов в текущем сезоне это поражение стало 3-м при 2 победах и 1 ничьей. В следующем туре «Заря» встретится с московским «Динамо», а Северная Двина сыграет с дублем столичного КПРФ. Обе встречи пройдут 16 ноября. «Волга ждет». Чемпионат Европы по водным видам спорта впервые пройдет в России в 2024 году. Приоритетным вариантом является Казань. Но если город не подтвердит намерение принять турнир, то он пройдет в Нижнем Новгороде. Столица Татарстана имеет богатый опыт проведения соревнований подобного уровня. А вот Нижний Новгород на спортивной карте страны пока больше известен благодаря футболу, хоккею и баскетболу. Решение о проведении в России чемпионата Европы по водным видам спорта, который состоит из соревнований по плаванию в бассейне и на открытой воде, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло, было принято Бюро Европейским лигой плавания. Чемпионат Европы может ускорить процесс появления в городе новых спортивных объектов, в том числе Дворца водных видов спорта, строительство которого обсуждали в октябре на форуме «Россия – спортивная держава».
Федеральный центр подготовки велогонщиков планируется создать в Адыгее. Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Якимов отметил, что появление такого сооружения даст серьезный толчок к дальнейшему развитию велоспорта по всей России. Федерация велосипедного спорта России считает Адыгею наиболее подходящим местом для создания Федерального центра подготовки велогонщиков. Среди плюсов Адыгеи в этом плане выгодное географическое положение, развитая дорожная инфраструктура, разнообразный рельеф местности и климатические условия. В республике насчитывается более 900 спортивных сооружений. Доля населения, вовлеченного в систематическое занятие физической культурой и спортом, в 2018 году составила 38% или 172 тысячи человек. До конца года эта цифра увеличится до 180 тысяч человек. Акбарс победил «Авангард» в матче КХЛ. Белялов установил рекорд сухой серии клуба. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу казанцев. Отличились Михаил Фисенко, Владислав Кара и Джастин Азеведа, который забросил 100-ю шайбу в составе казанской команды в КХЛ. Голкипер Акбарса Тимур Белялов обновил рекорд клуба по количеству игрового времени без пропущенных шайб. Его серия составляет 282 минуты 38 секунд. Также Белялов установил рекорд текущего сезона. Вратарь Акбарса вошел на второе место в истории КХЛ по длительности сухой серии. Акбарс занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 26 играх 41 очко. «Авангард» идет вторым, имея в активе 34 очка в 26 играх. В следующем матче казанский клуб примет на своем льду Челябинский «Трактор» 14 ноября. «Авангард» в этот же день в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью». Швейцарец Роджер Федерер обыграл итальянца Маттео Береттини в матче второго тура игрового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне. Напомню, призовой фонд соревнований составляет $9 миллионов. Встреча завершилась со счетом 2-1 по сетам в пользу 38-летнего Федерера. Легендарный швейцарец одержал первую победу на этом турнире. Береттини потерпел второе подряд поражение. Федерер идет третьим в мировом рейтинге. За карьеру он выиграл 103 профессиональных титула, в том числе 20 турниров серии «Большого шлема», что является рекордным показателем. Береттини занимает 8-ю строчку мирового рейтинга. В его активе 3 победы на турнирах ATP. Максимальным достижением итальянца на турнирах серии «Большого шлема» является полуфинал открытого чемпионата США, который прошел в этом году. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках. Юлия, у меня на этом все. Тебе слово. Спасибо, Андрей. По прогнозам синоптиков, сегодня в Алдане ясно, возможен небольшой снег. А вот вчера гражданам, следует быть внимательнее, в южных районах Якутии прогнозируют метель и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Сейчас на связи со студией наш корреспондент Татьяна Вахнина. Татьяна, приветствую. Как у вас с погодой? Юлия, привет. Погода в Алдане хорошая, переменная облачность, а в целом, как у Александра Пушкина, мороз и солнце, день чудесный. Вчерашний день, по данным единой диспетчерской службы по Алданскому району, также происшествиями отмечен не был, несмотря на предупреждение МЧС о возможном усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду и метели. Небольшой ветерок в городе, конечно, присутствовал, однако его никоим образом нельзя было назвать ураганным. На основании предупреждений МЧС о возможных чрезвычайных ситуациях все службы и жизнеобеспечивающие структуры работают в усиленном режиме. Не следует недооценивать опасность и жителям, говорит дежурный ЕДДС по Алданскому району Роман Туров. Роман, какие меры безопасности необходимо соблюдать жителям? По ЖКХ и энергетике просим вас соблюдать аварийные ситуации. Сразу же сообщать в диспетчерскую ЕДДС по номеру 37372. А по дорогам при возможности воздержаться от дальних поездок. Спасибо, Роман. К одним из наиболее распространенных последствий ураганного ветра относятся аварийные отключения электроэнергии. Несмотря на шедший в последние дни в Алдане снегопад и ветра, перебоев с электричеством не было. А сегодня в 9 утра в связи с производством плановых работ произошло отключение части улицы Тарабукина. Ожидается, что свет появится в 5 вечера. А завтра плановые работы будут производиться в поселке Нижний Куранах. Юля. Спасибо, Татьяна. Я напомню, на прямой связи была наш корреспондент Татьяна Вахнина.
И в завершении выпуска о погоде в других городах республики. В Ленске 28 градусов ниже нуля. Скорость ветра 1 метр в секунду. В столице Алмазного края в эти минуты и вовсе минус 35, ветер также 1 метр в секунду. А за окнами жителей Нерюнгри столбик термометра остановился на отметке минус 23, ветер в порывах до 4 метров в секунду. В Якутске, в столице региона, прямо сейчас 24 градуса со знаком минус, ветер 1 метр в секунду. Оставайтесь с нами, будьте в курсе главных событий.